В Москве коммунисты собрались у Ленинского мавзолея в преддверии 97-й годовщины русской революции. По словам лидера Компартии Геннадия Зюганова, современной России следует учиться у достижений советского периода. Президент Владимир Путин возвратил некоторые символы прежней власти, но коммунисты утратили практически все влияние со времени развала Советского Союза в 1991 году. В Кыргызстане состоялось переключение с аналогового телесигнала на цифровой. Заместитель премьер-министра Эльвира Сариева нажала кнопку, что приведет к взрывообразному увеличению числа телеканалов и источников информации, доступных для телезрителей в Бишкеке. Переключение вызвало большой ажиотаж в столице Кыргызстана и будет распространено на остальную часть страны в течение следующего года. В столице Армении Ереване перед президентским дворцом прошла акция протеста родителей солдат, погибших при неясных обстоятельствах под подозрением в случае дедовщины. По словам родителей, смерть их сыновей не была должным образом расследована. Они требуют встречи с президентом страны Сержем Сарксяном. Чиновники утверждают, что к смерти привели несчастные случаи или самоубийства. Массовые разрушения зафиксированы на границе Сирии в иракском городе Рабия, который был отбит у боевиков исламского государства в последние дни. Курдские и иракские вооруженные силы Пешмерга с 5 ноября укрепляют свои позиции в городе. Другая сторона границы захвачена сирийскими курдскими формированиями. Видная правозащитница Елена Тонкачева получила распоряжение покинуть Беларусь в течение месяца. Около 50 человек, поддерживающих Тонкачеву, собрались у здания милиции, где ей было вручено распоряжение о депортации. Тонкачева, гражданка России, проживает в Белоруссии последние 30 лет. В столице Таджикистана Душанбе стартовал фестиваль ручных изделий. Художники из Центральной Азии и Ирана показывают свой товар, делятся связями и заключают контракты. Фестиваль «Земля красоты» продлится 4 дня.